Ля Музик пятница продолжается, и у нас уже есть гостья, но пока не о ней, а пока мы расскажем вам про что, Дина? Во-первых, повеяло от твоих слов французской такой ноткой. Я думаю, у нас будет сегодня в гостях женщина, девушка, молодая, утонченная, очень красивая, которая поет, ведет и не только. А про что ты хотела рассказать было? Вот как раз-таки про это ты и рассказала уже. Да, все, мы переходим к нашей гости. У нас в гостях певица, тамада, преподаватель вокала Эльвира Хаматнурова. Эльвира, доброе утро вам. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, Эльвира. Мы знаем, что вы не так давно живете в Уфе. И расскажите, пожалуйста, помимо того, что вы поете, ведете мероприятия, вы еще и преподаете вокал. И вот в отличие от вашего городка, да, откуда вы приехали, в Уфе также тянутся к знаниям вокальным, музыкальным. Расскажите поподробнее об этом. Да, в Уфе тоже вокал востребован. Много желающих заниматься вокалом, звонят, просят, я не отказываю. А кто вот больше интересуется услугами преподавателей по вокалу? Взрослые, дети? И взрослые, и дети, и подростки. Да, и даже всем интересно. У вас школа какая-то? Вы какой-то у вас есть, где преподаете или как это? Нет, все? я занимаюсь пока частным образом. Понятно. А петь вы преподаете только на татарском языке сейчас? Да нет, и на русском, на татарском, да хоть на английском, лишь бы человек понимал, о чем он поет. Ну вот часто мы затрагиваем вопрос в нашей студии национальной музыки. Насколько вот вам, как педагогу, наверное, виднее, насколько востребована именно национальная музыка, татарская, башкирская, такие народные мотивы? На сегодняшний день народная музыка очень востребована, благодаря, наверное, скорее всего, именно Саиде Мухамедзяновой. После проекта «Голос» народная музыка «Субуйлап» уже настолько стала популярной, что просят именно с этой песни начать обучение. А кто приходит в основном к вам? Это детей приводят или взрослые люди приходят больше? Девушки, мужчины? Приходят в основном, конечно же, дети. С детей, в общем-то, детей легче обучать, чем уже взрослых, но я не отказываю никому. Ну вот я часто знакомлюсь с преподавателями вокала, с теми, кто помимо того, что преподает, еще и поет самостоятельно. Это ведь безумно сложный труд. Все-таки конкуренция, она присутствует, да, как вам кажется? Пока я этого особо не ощущаю, потому что у меня мечта создать вокальную студию со временем. И благодаря, в общем-то, если это вокальная студия, наверное, буду ощущать уже конкуренцию. Ну, потому что, да, молодежь на пятки наступает, это чувствуется всегда. Тебе тоже наступают на пятки? Да, у меня уже наступили. Мои пятки там, далеко. Ладно, ну, Эльвира, одно дело разговаривать с вами, а другое дело послушать, на самом деле, как вы поете. Может быть, мы, Дин, нет, прямо сейчас Я думаю, что да, пришло время. Да? Для начала я знаю, что вы пишете свою авторскую музыку и песни. Расскажите, что сейчас мы услышим. И это новая песня, называется «Это имя», то есть папе. Эту песню сочинила я ко дню рождения. И, в общем-то, она стала премьерой где-то вот в октябре месяце, она прозвучала на радио. И это моя одна из любимых песен. Я думаю, что пришло время начать петь, да, потому что мы уже обозначили, что пятница у нас музыкальная. Дорогой режиссер, пожалуйста, включите нам музыку. Маэстро, музыку нам. Да. Прошу вас, мы импровизируем наш танцполк. Попросим погромче сделать нашу музыку. Вы не знаете, еще цветомузыку включаем, пожалуйста. Дорогие друзья, вы не знаете, но для нас сейчас играет целый оркестр за кулисами, конечно. Яннарыңда үскен чокларым, ул елларны күңлем бик кадерләп, бәйрәм кебек күреп сакладым. Кадерле син минем өчен әти, иң якын кеше син җаныма. Нәни чактагыдай куеныңда
koysam yanına Qadrli sen benim üçün nədi En yakın kişisin canıma Məni şaxtağıday toyununda Sıyırsın mı koysam yanına Спасибо большое, Эльвира. Прям захотелось позвонить своим родителям. Вы знаете, слышали о том, что на телевидении, телевидение смотрит, во-первых, а во-вторых, существует множество продюсеров, которые вот так вот включают канал и говорят, вот она, звезда Этот моя. продюсер уже появился здесь. Вот он. Ира, я известный уфимский продюсер. Спасибо. Я готов продюсировать ваш проект. Настолько ослепительно пели, что мне даже пришлось одеть солнцезащитные очки. Это так, на самом деле. Кстати, я пока у нас черная пятница, пока у нас были новости, я успел уже сбегать купить себе такие вот очки и все. Со скидкой, да? Конечно. Но сейчас не о тебе было. Да? Я думаю, что вопросы продюсирования вы решите за рамками нашего шоу. А пока хотелось бы узнать. Очень красивая песня. Спасибо вам, во-первых, за исполнение. Во-вторых, расскажите. Помимо песни же еще есть и ведение праздников, мы так понимаем, да? Вот вы этим тоже занимаетесь. Раз у нас тут написано, вот про это тоже поподробнее расскажите, насколько это плотно в Какие вашей праздники? жизни. На Да. татарском языке они происходят? Или... Я веду любые праздники, веду и корпоративы, веду свадьбы, веду юбилеи и выпускные. На самом деле, ведение мероприятий это такое не самое простое занятие, да? Свои песни исполняете или приглашаете других артистов? Нет, конечно же, меня приглашают, потому что я пою. Да, но это очень красиво на самом деле. И вот многие телезрители сейчас задумались о том, что, во-первых, нужно начинать петь, дорогие друзья, а во-вторых, о том, что очень красивая песня, и хотелось бы вот слышать их побольше. Расскажите, для кого вы пишете, только ли для себя, или, может быть, пишете песни на заказ под ключ, как это сейчас модно называется? Да, я пишу песни под ключ, пишу на заказ, мне звонят, и обычно начинающие певцы. Для них я служу обычно трамплином. Так, наставником. Да, наставником, трамплином, и благодаря, в общем-то, мне они, в общем-то, взлетают. И на вершине звездного пути становятся. А мы вот начали говорить, что вы приехали из другого города. Откуда, если не секрет, вы к нам приехали? Я приехала из Балтачского района. Я там прожила с 1996 года живу. Так-то я родилась здесь, в Башкирии. А мои родители, я с родителями переехала в город Первоуральск, когда мне было 7 лет. Первый класс я прошла там. Музыкальную школу закончила в Первоуральске, закончила среднее учебное заведение музыкальное, музыкально-педагогическое училище, а также закончила университет. А в Уфе сколько вы уже лет? С 2011 года уже ну то есть в Уфе. уже 5 лет, даже почти что 7, понятно. То есть, ну, за это время вы уже, скажем так, обросли своими учениками, да, что уже готовы открывать студию, как вы говорили, нет? Да, я созрела для этого. Есть желание, огромное желание. Думаю, что обязательно сбудется. А что нужно вам для того, чтобы открыть студию? Место. И, конечно же... Чемодан денег. Да. Место, ну и чемодан денег. Желательно в долларах. Кстати, да, курс доллара я могу вам тоже озвучить. Эльвир, это, конечно, все прекрасно, но говоря о песнях, да, вот меня как певицу за кадром интересует. Расскажите, пишете песни, можете написать целый альбом, если, например, кто-то заинтересуется? Я не против, но опыта пока не было такого. Но это несложно для меня, потому что это творчество приносит для меня большое удовольствие. И я вот бы сделала... последний вопрос. Стиль для певца, артиста сможете подобрать, например, потому что все поют в разных стилях. Кто-то больше лирический певец, кто-то больше эстрадный, популярный певец. Как это все происходит? Расскажите. Я с человеком общаюсь, вижу его, смотрю на его характер. И, в общем-то, я в душе психолог. Я обычно людей понимаю, что им для них нужно и что для них более будет интересно. Спасибо, Эльвира. К сожалению, время эфира у нас уже подходит к концу. Общение с вами конкретно. Эльвира Хаматнурова побывала у нас в гостях. Певица, преподаватель по вокалу, а также ведущая праздников. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, и тут в столице будьте с нами.